Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня прекрасный праздник, 1 июня. Вы на посту уполномоченного по правам ребенка 8 месяцев. И хочется узнать, от чего чаще всего приходится защищать наших детей? В первую очередь, конечно же, это жалобы, связанные с невозможностью устроить ребенка в детский сад, либо в желаемую школу. А также, к сожалению, уже традиционно большое количество обращений, связанных со школьными и даже с детсадовскими конфликтами, в которых участвуют не только сами дети, но и оказываются вовлеченными взрослые. И родители, и учителя. Также очень много детей нуждаются в помощи в обеспечении права на общение с родителем, который после развода не проживает с ребенком. К сожалению, в этих проблемных моментах дети часто используются как разменная монета. Возьмем случаи последнего года, которые происходили в нашей республике. Детей замораживают в 30-градусный мороз в сарае, жестоко пинают, малыша избивают так, что у него разбивается губа. Вот что делать в таких случаях? То есть вот как, влиять на ситуацию законодательно, то есть методом кнута, или все-таки какие-то психологические тренинги, занятия проводить с родителями, то есть использовать метод пряника? Вот вы как видите? В каждом случае должны разбираться правоохранительные органы. У нас есть такие методы, как ограничение родительских прав, лишение родительских прав. Мы моментально, независимо от того, сколько времени, день или ночь, какой день недели, это не имеет значения, мы сразу принимаем меры, бьем тревогу, обращаемся в том числе и в правоохранительные органы. А также уполномоченный по правам ребенка участвует в качестве третьей стороны без предъявления самостоятельных требований в судах. Мы, как журналисты, на самом деле видим, да, что ЧП, связанные с детьми, участились. И все-таки вот такой вопрос, это вседозволенность социальных сетей или на самом деле статистика растет, связанная с преступлениями? Сейчас, конечно, в век информации все эти сигналы очень быстро становятся достоянием общественности. И с одной стороны это хорошо, потому что это и публичное порицание, и возможность принять срочные меры. Но у этого процесса есть и другая сторона. Как у каждой медали, есть оборотная, это провоцирование на негатив. В апреле текущего года я выступила с инициативой о введении уголовной ответственности за героизацию преступников и преступлений. Самая лучшая защита наших детей от вредного воздействия интернета – это максимум усилий для того, чтобы дети как можно меньше времени там находились. Какие механизмы защиты детей есть, о которых они должны знать? Можно обращаться в полицию, да, есть служба 112, есть горячая линия, телефон доверия. Можно обратиться также к нам в аппарат, позвонить по номеру телефона, обратиться к нам через интернет-приемную, либо же написать письмо на нашу электронную почту. Ирина Владимировна, наверное, просто нужно помнить, что дети – это цветы нашей жизни. Желаю всем быть родителями, а в идеале многодетными родителями, потому что счастье в детях. Всего доброго. До свидания. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.